За экологию всем миром. Сегодня в Воронеже собрались председатели законодательных собраний областей, входящих в Центральный федеральный округ. С участием заместителя полпреда президента в ЦФО Мурата Зязикова они обсудили, как идет реализация приоритетных программ года экологии. Напомним, он объявлен Владимиром Путиным и призван сформировать модель устойчивого экологического развития России на десятилетия вперед. Центральный федеральный округ занимает менее 4% территории страны, но он самый густонаселенный и промышленно развитый. Одних только опасных производств у нас 35 тысяч, отсюда и большой объем выбросов в атмосферу, проблемы с водоочисткой и переполненные мусорные полигоны. Спикеры на примере своих регионов охотно поделились опытом борьбы с очагами загрязнения окружающей среды, в том числе с привлечением активного населения, объединенного в органы территориального общественного самоуправления. А воронежские ветви власти, исполнительная и законодательная, сделали акцент на таком важном для благополучия человека факторе, как продовольственная безопасность и качество продуктов. Мы видим, что вопросы фальсификации, вопросы производства суррогата, они, к сожалению, приобрели масштабный характер. И так называемое применение пальмового масла звучит уже, по-моему, лет 5 на всех уровнях, на всех программах. Но никто не берется просто-напросто взять и решить этот вопрос. Хотя очевидно, что там надо просто-напросто взять дубину хорошую и тем организациям государственным, отвечающим за эту проблему, начинает работать. И прежде всего речь идет о Роспотребнадзоре. За последние годы мы достигли достаточно таких серьезных успехов в рамках развития нашего агропромышленного комплекса Воронежской области. И, конечно же, те вопросы, которые ставил представитель Министерства сельского хозяйства, что нужно обновлять машино-тракторный парк, внедрять новые современные технологии. Мы уйдем в то качество, когда Воронежская область будет обеспечена своей продукцией и, главное, будет развиваться наша сельская территория.